Под овации поезд «Победа» прибывает на первую платформу Назрановского железнодорожного вокзала. Не дожидаясь остановки, пассажиры спешат сообщить о главной новости. Девушки в ситцевых платьях обнимают вернувшихся с фронта. Люди на перроне кружатся в вальсе. Только попавший в кадр телеоператор с современной камерой выдает: это не кинохроника, а реконструкция событий 9 мая 1945 года. Ожившие страницы истории. Когда нашим детям говорят, вот тогда-то было событие, действия, они не понимают, что мы сегодня покажем им живую историю, и они поймут, что это на самом деле было все. И можно 100 раз прочитать учебник, но не понять ничего. И просидеть наш один вот такое представление и понять, о чем эта история. Северокавказская магистраль проводит акцию памяти уже в 7-й раз. В прошлые годы ретро-состав побывал на железнодорожных станциях Ростова, Краснодара и ряда других регионов. В 2017-м маршрут проложен через все республики Северного Кавказа и приурочен к памятным датам крупной оборонительно-наступательной операции советских войск «Битва за Кавказ». От имени главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова и себя лично хочу поприветствовать поезд «Победы» из подвижного военного состава. Это замечательная акция, которая позволяет нам еще раз отдать дань памяти и уважения подвигу солдат и офицеров, спасших мир от фашизма. Не могу не отметить героизм и заслуги народа Ингушетии в победе и освобождении Кавказа. В 1942 году газета «Правда» 20 сентября писала: идут ожесточенные бои в предгорьях Кавказа. Город Малгобек переходил из рук в руки 14 раз. Погибло 120 тысяч солдат и офицеров. Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. Поэтому от станции к станции, от сердца к сердцу курсирует поезд «Победа». На вокзале станции Назрань сотни жителей республики, школьники, студенты и активисты пришли с фотографиями своих дедов и прадедов. К сожалению, до Победного мая они не дожили. Но сегодня наравне со всеми у себя на родине встречают поезд «Победы». На платформе разворачивается целое театрализованное действие. Мой милый, если б не было войны. В письмах с фронта со сцены повествуют и о судьбах женщин в годы войны. Актеры в исторических костюмах полностью передают атмосферу огненных лет. Раньше только и боялась, как бы на мушку не попасться или на мине не подорваться. Ну а сейчас, ты знаешь, ничего, я привыкла. Мамочка, я обязательно вернусь с фронта целой и невредимой. Знаете, иногда бывает тяжело на душе, потому что когда ты видишь слезы на глазах ветеранов, очень тяжело удержаться от слез самой. Но стараешься как можно сильнее вжиться в эту роль, в эти ощущения и представить, как бы это было на самом деле, если бы я была участницей войны. И тем больше хочется делать для того, чтобы такие события никогда в нашей стране больше не происходили. Состав поезда «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Это вагоны из экспозиции Музея железнодорожной техники Северокавказской железной дороги, теплушки для перевозок солдат на фронт, платформы для перевозок военной техники и салон-вагон. В ретро-состав ведут 2 паровоза. Первый из них, построенный в 1937 году, на Брянском паровозостроительном заводе участвовал в Сталинградской битве. Второй же Великую Отечественную не застал. Он был построен лишь в 1947 году под наименованием серии «Победа». А со временем он был переименован в серию «Л» в честь разработчика и главного конструктора Лебединского. Участник Сталинградской битвы был восстановлен Музеем железнодорожной техники Северокавказской железной дороги в 2015 году. С собой паровоз везет 20 тонн угля. Этого хватит на 7 дней пути. Машинист Дмитрий Сучков признается, управлять такой машиной больше, чем просто работа. Люди очень бурно реагируют, им очень нравится. Водим по паровозу, показываем, рассказываем. Этот паровоз — участник Сталинградской битвы. Он 35-го года выпуска. Дедушка очень много повидал. Его привезли с пробоиной в котле, восстановили, отремонтировали. Вот мы катаемся, показываем. На вокзал сегодня также пришли ветераны и труженики тыла. Кто-то из них такой поезд уже встречал. На нем они отправились на фронт. Правда, сейчас война в их памяти всплывает лишь отрывками. Я поезд
Судак 1942 году халам. Алаба ты алла. Со благодаря Беларуси халу. Командир партизанского отряда волос, разведчик волос. Еще был топчик вечах бахап. Собравшиеся также почтили память тех, кто не смог вернуться домой. Памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны объявляется минута молчания. А в завершении акции гостей угостили ингушскими чапельгиш и вручили памятные подарки, после чего ретросостав отправился на следующую станцию во Владикавказ. Лида Мержова, Сурхо Кусиев, Новости 24.